Более 30 тысяч просмотров и сотни комментариев набрала трансляция сегодняшней встречи по теме раздельного сбора отходов в группе администрации главы Коми ВКонтакте. Организатором выступила заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина, экспертом представитель «Деловой России». Диалог получился полезным, это признали все стороны. С места событий Ольга Коняева. Это вот красивейший поселок Мадмос, который 5 месяцев в году просто не возят оттуда мусор. Все в курсе данной проблемы и готовы помочь. Экоактивисты поднимают проблемы как системные, так и точечные по населенным пунктам. И главное, предлагают свои решения. 2 часа 40 минут. Этого оказалось даже мало. Я считаю, что нам необходимо предусмотреть поддержку приемщикам, переработчикам. Готово ли правительство на законодательном уровне запретить в наших торговых точках тару, не перерабатываемую в республике Коми, потому что это является первым шагом к осуществлению разумного раздельного сбора отходов. В этом зале про раздельный сбор отходов знают, кажется, все. Экоактивисты, переработчики, представители рекоператора, законодательной, исполнительной власти. Все что-то предпринимают для внедрения системы в Коми. Есть частные проекты. Арина Сажина при поддержке управляющей компании открыла экоплощадку глубокой сортировки в своем доме. Вторсырье забирают за деньги переработчики. Совместно с региональным оператором экологи запустили эксперимент по двухкомпонентному сбору в Сыктывкаре. Жители 3 домов будут разделять отходы на полезные фракции и мусор, который не пойдет на переработку. Доходы за вторсырье вернутся, и появится возможность оплачивать за фактически вывезенный региональным оператором мусор. Я надеюсь, что те итоги, которые мы получим в ходе эксперимента, они как раз и будут для нашего федерального правительства интересны, потому что поиск вот той модели, каким образом должен в раздельное накопление вписаться региональный оператор, каким образом люди должны получать возмещение за свой труд, вложенный как раз в сортировку, вот эти вопросы, они актуальны для всех субъектов Российской Федерации. Сегодня в регионе только 3% от всего объема мусора сортируются и обретают вторую жизнь. Пока в муниципалитетах не хватает банально точек для раздельного накопления. Но шаг за шагом точечная работа выстраивается в систему. В обновленной территориальной схеме размещения отходов впервые отражены потоки движения вторичного сырья с разбивкой по 16 районам. Схема эта реально работает. Реально в нее включены те предприятия, которые сегодня же присутствовали и на этом мероприятии. То есть те вторичные материальные, у каждого контейнера есть обслуживающая организация, есть соответствующий маршрут движения. Каждый пункт сбора имеет соответствующую утилизацию или здесь в Республике Коми, переработку или утилизацию, или здесь в Республике Коми, или за границами республики, но это уже сами коммерческие организации в зависимости от сложившихся коммерческих отношений определяют. Сбор, сортировка, переработка. В этом направлении не первый год работают и готовы дальше развиваться предприятия Коми. Но пока недостаточно вторсырья. В Сыктывкаре из рубленых ПЭТ-бутылок налажено производство синтетической продукции. Компания – один из лидеров в своей области в России. Закупает 30 тысяч тонн вторсырья и только 100 тонн с территории Коми. Конечно, радует, что есть развитые объекты инфраструктуры, что они готовы и включены в работу, что о них становится известно. Да? И помимо вот той какой-то такой, не знаю, как это правильно там сказать, знаете, какой-то лозунговой речистости в отношении раздельного сбора возникает и уже конкретика. То есть это можно отвезти туда-то, это стоит столько-то, да, для этого нужно. И когда это начинают понимать общественные организации, вот это самое ценное. Очень важно, это редко на самом деле, правда, я много где бываю, что власть сидит до конца, выслушивает всех, даже тех, кто, может быть, говорит какие-то неприятные вещи. Не обошлось и без обсуждения темы термодеструкции так называемых хвостов, то есть неперерабатываемых отходов. По удаленным районам система обращения с отходами должна быть комплексной и должна быть там самодостаточной. Без вывоза за 700 километров на Ухту и Сыктывкар. Поэтому если сегодня общественные организации, экоактивисты помогут нам в ближайшие 12 месяцев наладить там хоть какую-то минимальную работоспособную систему раздельного сбора отходов, у Романа Викторовича уже есть от меня поручение посмотреть на то, чтобы вот эти субсидии, они максимально по критериям были, ориентированы на те районы, где сегодня стоит вопрос, что делать с хвостами, это 4 района,
Деструкция точно не приоритет, а часть комплексной системы обращения. То есть делаем РСО и понимаем, что с хвостом. Все. Ирина Бахтина отметила, власти Коми открыты для диалога, готовы рассматривать конкретные проекты с бизнес-планом. Такие встречи полезны, отметили экологи. Трансляцию прямого эфира в группе администрации главы Коми ВКонтакте еще днем посмотрели больше 30 тысяч человек. А в комментариях продолжилось обсуждение актуальной темы. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.